Серебро и бронза. С таким результатом завершили выступление на первенстве Приволжья тэквондисты Чувашии. Для кого из хозяев состязаний додянг, расстеленный в спортивном комплексе Чувашского госуниверситета, оказался медальным, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В столицу Чувашии поспорить за 20 комплектов наград окружного первенства приехало около 400 тэквондистов в возрасте от 12 до 14 лет. Высокая цена победы. Победитель получал путевку в финал первенства России, определила и высокую мотивацию претендентов на верхнюю ступень пьедестала почета. В борьбе за золото первенства федерального округа по тэквондо любые разрешенные средства хороши. Ну а когда тебя вдохновляет надпись на спине тренера, то, как говорится, сметаются любые преграды. Страха нет. Девиз тренера сборной Башкирии Радмира Тухматуллина вдохновлял на спортивные подвиги не только членов его команды. Спасибо могут сказать и тэквондисты Чувашии. Сборная республики числом не взяла. Заявки подали всего 10 спортсменов, но без медалей окружных состязаний представители команды хозяев не остались. В категории до 45 килограммов бронзу первенства округа завоевал семиклассник 46-й Чебоксарской школы Дмитрий Кириллов. Он в защите синего цвета. Подопечный Анатолия Петрова уверенно провел 3 раунда поединков, но в полуфинале все же уступил сверстнику из Саратовской области. Чуть не хватило сил, выносливости не хватило мне. Вот. А так проиграл. Мог выйти в финал. Там уже посмотрели бы, что вышло бы с этого. В шаге от верхней ступени пьедестала почета остановился и представитель новочебоксарского клуба «Корё» Илья Клочков. Он в синей защите. Воспитанник Игоря Мураткина в финале категории до 41 килограмма выиграл первый раунд. Однако дожать своего визави уфимца Айдара Шарипова не хватило сил. В итоге серебро. Я доволен своей серебряной медалью, потому что на соревнованиях такого уровня до этого я не выигрывал. Я в следующий раз возьму золото. 2 медали окружных состязаний не позволили хозяевам попасть в призовую тройку общекомандного зачета, но возросший класс чувашских тэквондистов коллегами отмечен был. Главный итог этих соревнований в том, что мы приняли участие небольшим составом. Несмотря на это, мы имеем хороший результат и прогресс. Это не только мое мнение, но по окончании соревнований ко мне подходили друзья, представители из других регионов и благодарили за высокую организацию соревнований и также конкуренцию наших спортсменов. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.